Ну, во-первых, уважаемые члены Совета Общественной палаты, приглашенные, спасибо, что нашли возможность пригласить нас 65 плюс и так далее, да, хотя бы онлайн. Вот народная инициатива, которую вы сказали, явилась причиной вашего сегодняшнего мероприятия, она раскрыта уже хотя бы и вкратце профессором Макаром Макаровичем Яковлевым. А я бы хотел несколько слов обратить ваше внимание на правовые основы. Действительно, возможно ли отдельному субъекту Российской Федерации учредить такую награду? Могут сказать, что, ребята, у вас же есть своя награда «Высшая полярная звезда», но никаких ограничений в федеральном законодательстве пока не имеется. Я вот хотел бы поэтому начать как юрист с пункта 2 статьи 5, которая не изменилась ни в коем случае, да и вряд ли изменится, в которой черным по белому написано, что республики – это государство. Ну, а раз мы государство, значит, мы имеем право решать такие вопросы. И если посмотреть содержание статьи 72, самая вот такая жизнеобеспечивающая наше существование во взаимоотношениях с Российской Федерацией, то там в пунктах Б и Е прописано, что совместным является, и это полномочия тоже переходит и на республику, это защита прав и свобод человека, обеспечение законности, защита национальных меньшинств и так далее. И вопросы воспитания. Вот эта тема героизма, это и есть вопрос воспитания будущего поколения, вопрос патриотизма. И поэтому, конечно, оно очень вовремя поднято, а не только в связи с юбилеем. И поэтому вот в Конституции теперь уже нашей республики, если посмотреть статью 76, то в пункте 27 прямо черным по белому прописано, что высший государственный орган, наш парламент, Государственное собрание Илтумен, имеет право учреждения государственных наград. Все. Мы, республика, парламент, имеет право рассмотреть вопрос и сегодняшней темы героев Якутии. А для примера могу привести. Вот говорил Макар Макарович, и совершенно правильно, что республика была первооткрывателями во время и перестройки, и новой государственности. Вот по этой тематике первооткрыватели уже есть. Например, в Калмыкии звание Героя Калмыкии они уже законодательно закрепили, установили, утвердили 7 августа 1993 года. Вот с 1993 года они присваивают звание Герой Калмыкии. Это субъект России, это государство. Кемеровская область, равноправный субъект России, 18 июля 2006 года учредили звание Герой Кузбасса. И вот теперь с 2006 года имеется такое звание Герой Кузбасса. Ну, это и понятно. И последний пример – это Краснодарский край, в котором мы все любим отдыхать. Там имеется такое тоже уникальная награда, звание – это Герой Кубани. Так что прецедент имеется, и я думаю, в итоге хочу сказать, что сегодняшнюю тему Совет, наверное, поддержит как инициативу народную и внесет на рассмотрение уже самой Общественной палаты. А Общественная палата, исходя из правовых оснований и полномочий Государственного собрания, может внести этот вопрос или через субъектов законодательной инициативы, отдельного депутата Республики Народного, или к другим способам. Вот это учреждение государственной награды Герой России. А что касается вот решения, вот как сказал Иван Иванович Горохов, да, или Макар Макарович тему эту, только в отношении участников Великой Отечественной войны. Ну, я не знаю, можно и этим ограничиться. Пока. Это уже в рабочем порядке, наверное, будет решаться. Спасибо за внимание. Еще раз спасибо за приглашение. Спасибо.